Вопрос, конечно же, очень важный, но я дать ответ на этот вопрос, к сожалению, не могу. Ответ на этот вопрос не так прост. Наверное, потому что считает это слово чисто нашим словом. Наши люди, может быть, из-за этого. Но какова будет судьба в дальнейшем, никто не может сказать. Поэтому все меняется, как говорится, все течет на одном месте не стоит. Почему у нас приближенные певцы поют песни про войнах? Я просто хочу понять, где правда. Я, честно сказать, не могу ответить на данный вопрос, если бы я знал. Скучали по всем. Честно сказать, что этот вопрос очень даже очень алейкум салам. Я себе также задавался этим вопросом. Думаю, что этот вопрос рано или поздно, если данная ситуация будет идти так, не задержится, как говорится, долго. Ну, этот вопрос, конечно же, актуален. Я не спорю с этим вопросом. Но также люди могут ответить в алейкум салам, что этот вопрос является более простым. Может, люди аполитичные, которые считают, что это вполне нормально. Хотя это все зависит не столько от нас, сколько от руководства. Общественность должна поднять этот вопрос и задать на обсуждение. Ответ, который мне написали. Где написали, где здесь у меня. Ссылку скинь, где написали, я прочту обязательно. Тут мне наши черкесские, почему ты в Ингушетии канал называется Ингушетия, а вот у нас канал называется Получивший, как будто мы навязываемся. Да, есть такое. Есть такое. Этот вопрос, конечно, очень даже актуален в данное время. Так вот, мне один черкес, наш подписчик, прислал запись, и опять же распространенная в ТикТоке, где некоторые нарнийцы пытаются написали, сделали ролик, где Маджид дает интервью, сперва задает, и там они пытаются, написали, что вытягивает и так далее и тому подобное. Хотя Маджид вышел со мной в эфир по его желанию, и мы пообщались, и я лишь задавал вопросы. Но у нас такая политика: если ты ведешь какой-то исторический блог, то ты должен быть про кадыровский или вот что-либо тому подобное. Люди до сих пор не понимают, что человек может иметь свое мнение, выступать по этому мнению,
И если это как-то противоречит норнийцам, то ты обязательно должен быть кем-то или чем-то. По телеканалам, если мы на войнах, то нужно быть в войнах. То есть мы чеченцы, то нужно оставаться чеченцами. Я считаю, так будет справедливее. Этот вопрос, конечно, очень интересный. Мне много раз задавали этот вопрос. Как раз таки надо проверить. Такие вопросы люди, когда поднимают, начинается суета, валикум салам, паника. Эта паника заканчивается тем, что любой человек, который предлагает какое-либо другое, поменять название или сделать что-либо, начинает его называть, как нас любят называть людей с иным мнением, называют сразу националистами. Хотя я, честно сказать, не думаю, что с тобой полностью согласен, что одно из главных телеканалов республики, причем оно общероссийское, некоммерческое, что было бы правильно его назвать как минимум там, телеканал Нахчичу или Нахчийский канал «Братик Хауфири» с Хацавяня, Лиру, Шваркусо. Поэтому мне считается, что это, конечно же, было бы более достоверно и более правильно. Я полностью поддерживаю с тобой насчет этого тему. Вот. Сколько это все, конечно, будет продвигаться. У нас очень пассивные люди. У нас пассивные пассивные очень должны быть более активными, должны предлагать, должны показать свою гражданскую, как говорится, активность. Но все это, если бы зависело только от нас, если я выдвигаю какую-то концепцию, за этим должны стоять определенные силы. Общественность, допустим. Общественность должна быть готова. Но у нас многие, почему у нас на ТВ до сих пор нет передач, которые будут рассказывать про историю. Ну, обещали вроде бы. Обещали, что будут исторический канал. На одной из встреч сказали, что будут проводить скоро. Скоро будут проводить передачи по истории, но не знаю, когда это будет. Я не министр, не директор телеканала, эти вопросы не столько ко мне. И я с тобой согласен в плане каком. Люди сами должны сказать и прийти к этому делу. Люди должны быть более активными в этом процессе. Получается, что мы, как пару человек, ты да я, Арбул, ну что, Галгашни, лишь башламу. Если мы будем все спрашивать и задавать вопросы, а почему бы и нет, давайте. Симазу алейкум саламу рахматуллахи ва баракатуху. Давно тебя не видел. Газдуканер. Хотелось бы, чтобы многие... Ну, видишь, даже когда заходят, мы обсуждаем какие-то важные вопросы. Здесь какая-то... Мне сегодня один гуш скинул сотни вырезок исторических книг, где якобы писатели-историки оказываются о чеченском народе в оскорбительном тоне. Ну, это надо, конечно же, говорить о том, чтобы все это видели. Алейкум салам.
Так-то оно так, черту. Закон один для всех. Но нужно заниматься доказательной базой. Кто-то должен этим заниматься. К сожалению, воевать на несколько фронтов у меня не получается. Эфир минут 14 начался. Я не знаю, кто такой. Гамми, таких тем я не поднимал. Кого ты там так называешь, я не знаю, честно сказать. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Это неудобные вопросы, да, черту. Это вопросы, которые, по сути, правильные вопросы. В чем они заключаются? Если мы говорим, что есть на телевидении там оскорбляющие или что-либо, должна быть доказательная база. Вот в чем вопрос. Преуспевший, да. Ва алейкум салам. Альхамдулилlah, Симаз. Держится пока. Дайол шамис. Сахар цаны. Бороться для шмёли. Это дело в том, что если бы я не смог бы ответить на эти вопросы, я бы сказал бы, что это неудобные вопросы для меня. Что ты конкретно хочешь услышать от меня? Я согласен полностью с этим. Вот. Но снова же, люди, которые хотят довести до конца ДРС, начатое, этих людей все меньше и меньше. Ты понимаешь, о чем я говорю? Вот. Если поднялась тема написать заявление или написать, что вот здесь оскорбление, здесь разжигание, доказательная база, этим всем нужно заниматься. Когда процесс уже идет, когда начнутся заявления в прокуратуру, Следственный комитет по этой статье, по той статье, может быть, это было бы все иначе. Но кто за это будет браться? Кто за это берется? Если ты имеешь в виду конкретно меня, я бы хотел бы ответить на вопросы. Да, в чем проблема? Если оскорбляет наш народ, нам нужно этим заниматься. Нам нужно на это реагировать. Но готовы мы все за это браться и до конца идти. Мало кто идет. Даже по тем же историческим моментам мы не можем до конца собраться все вместе и вести этот процесс. Все хотят, чтобы все шли. Давайте, и вопрос решить, вот в этом проблема. Вот в этом проблема. Не во мне. Я-то с радостью, я согласен с тобой. Шупур Бансали. Ну, сейчас пошел процесс. Произведение, фольклор или все, что занимается плагиатством, все, что украдено у нас. Министерство культуры занимается этим вопросом. Будут подаваться в суд и все остальное. Что касается переименования, этот вопрос нужно поднимать должны массы, если есть на то воля людей. А так получается, что националист Черту с националистом Башламом собрались, обсудили и говорили, Оля, дадерздунах. Это заканчивается. И почему, когда люди не кажется людям это интересно, они сразу оставляют данные вопросы. А детиши дуаш, агар хуняды, дикду и гару иш до Оля, дабюло. Давайте возьмемся за это и до конца доведем. Давайте пора поговорить об этом. Ну, столько общественных организаций, столько
с разных блогеров, которые всякие хасбики, мазбики, бьюти, не бьюти занимаются. Никому это не интересно. Интересно, когда корова где-то мычит, кого-то авария там произошла, сбила, или змея на крышу залезла, все. Тысячами сидят там, пишут комментарии, как будто бы больше проблем нету. Когда говоришь о национальном единстве, кому какое дело? Да даже те люди, которые заходят, сидят в эфире, даже если нас немного, ты видишь какую-то апатию со стороны своих же граждан. Вроде говорим о нужных, важных вещах. Вроде это интересно. Но кто ведет ее до конца? Кто берется за то, чтобы это все довести до конца? Опять же начинаются какие-то ненужные разговоры, упреки друг друга. И холцуна. Думаю, для консолидации нашей республики, для единства сделано все. Сделано все и делается все. Почему люди как-то с апатией относятся к этим вещам, я не знаю. Нет, не слышал. Ну вот и все. Ты и ответил на вопрос, черту. Апатия, даже если есть идейные, черту. И даже если есть идейные, где дальше, вот, где кроме как начала разговора, дальше мы не видим никакой поддержки этих людей. Алейкум салам. Я бы очень хотел бы видеть это. Я бы хотел видеть, как все вместе дружно выступили за это. Я считаю, что вполне правильно будет, если национальное телевидение назовут как-то национальным именем. Нохчо телеканал, или я не знаю, или что-либо другое. Было бы это хорошо. Вот. А то я читал точно так же, как и ты, они у себя в блогах пишут, никакого войны не будет до тех пор, пока там якобы нам не вернут земли. Они видят только в своей выгоде слово «войнах». У них национальное телевидение называется по-своему, у них называется по-своему. Я не знаю, ради чего мы это держим. Ола бацк. Ола бацк. Насильно, с просьбами, с молитвами, просят, умоляют. Ты говоришь, о болезни нам нужно обсуждать. Но ты все равно остаешься в меньшинстве. Вот и все. Албаков Мурад, это те, кто у себя в блогах оскорбляет всех нахчо чеченцев. Это они. Мы их называем нарнийцами. Как вы их называете, я не знаю. Самосознание должно быть у людей. К сожалению, мы сплачиваемся, когда нужно что-то конкретно, или на грани вымирания сплачиваемся и начинаем еще более или менее действовать активно. Сплачиваться нужно в мирное время, чтобы это мирное время никогда не закончилось.
люди занимались важными для своего народа вопросами, какие бы то они ни были. Кому-то интересно, кому-то нет. Честно вам скажу, Дела чертот ак, далеко это еще. Ну вот видишь, у кого что болит, у Саид Мамада свое. Вот вся наша проблема, Саид Черту. Когда ты говоришь о чем-то важном или нужном, прочитай комментарии, что пишут снизу, и ты поймешь, насколько это нужно, насколько это важно. Вот у нас и вся проблема. Странная, конечно. Конечно же, очень странно. Свобода – вещь, конечно, хорошая. Я согласен. Свобода мысли. Что касается свободы слова, к сожалению, этим словом некоторые чрезмерно употребляют. Джози, ты понимаешь, что такое меланхолик-то хоть? Я похож на человека, который является меланхоликом или флегматиком? Или ты меня законно плохо знаешь, или явно не осознаешь, что ты говоришь мне. Мы, к сожалению, порой уходим от реальности. Уходим от реальности и обитаем где-то в местах, которые выгодны только нам. Реальность такова, что до тех пор, пока у нас не будет консолидации гражданского общества, консолидация в таких вопросах, которые жизненно необходимы для нашего народа, мы всегда будем находить вот такие вещи. Вот. Ну, если ты знаешь, это вдвойне оскорбительно для меня, Джози, когда ты мне говоришь, что я меланхолик. Нацию ночи, народа ночи, разницы нету. Машлам, в Ингушетии, когда говорят про нашу совместную историю, упоминают только про ингушский народ, начиная от главы республики, качая самого нижнего по званию участника митинга. Не знаю, честно сказать. У нас вот этих адвокатов намного больше. У нас очень много адвокатов. Все не так. Вот тебе они что, мне никто ничего не сделал. У меня ни с кем проблем нету как таковой. Ни с кем. Но некоторые люди пытаются завуалировать. Мы-то знаем прекрасно и видим. Я вам уже устал показывать и книги, устал показывать, и статьи устал показывать. Вот, если я не ошибаюсь, ислам зашел и говорит, показывает. Так, Башлам, я честно потерял контекст вашего диалога. Почему? Что не присоединился в начале эфира? Ну, недалеко. Вот. Все в нашей жизни зависит от того,
А, о, ладно, Джузи, я не буду отвечать на твой вопрос, оставим. Все в нашей жизни зависит от того, насколько мы готовы изменить свою жизнь ради своего народа. Многие не готовы, к сожалению. Или к радости, или к сожалению. Не готовы, и поэтому у нас формат дискуссии получается именно такой. Он Хуаймак видел твою дискуссию с одним из представителей потомков Шамиля. Все правильно, все четко, без лишних разговоров. Да, Сидуэл, отлично был. Ты, может быть, и не знал, но я видел твою переписку, и очень мне понравилось. С самого начала разговор, диалог был о том, что мы называем все важное у себя, телекомпания в войнах, там, или интернет в войнах. Почему такое происходит, когда кроме нас этот термин никто не использует? Допустим, в Ингушетии национальное телевидение называется там Ингушетия ТВ и так далее. Я видел переписку, там один из потомков Шамиля тебе рассказывал о том, кто такие там, что такое Нохчу и так далее. Он говорил, что они переселились со времен Шамиля и распространяли ислам, якобы. Хотя, честно сказать, распространение ислама понятие растяжимое. Ислам распространен еще до того, как пришел имам Шамиль. Далеко до того. Мансур Таджима Слямнишку Ваншана. Я, как говорится, немножко не рассчитал, что нахожусь в высокогорье, и загар сделал свое дело, обветрил. Загорел и обветрил, и все вместе получилось такой нерентабельный вид, так сказать. Дело, честно скажу вам, умные, неумные слова, это уже для меня немножко башлам. А потомки Шамиля знают, что Шамиль с помощью чеченцев добился такой славы. Я не знаю. Честно скажу, я думаю, что они знают это. Но признать это очень сложно. Честно вам скажу, защитников Шамиля намного больше в нашей родине, чем защитников Нохчи народа. Почему? Потому что многим кажется, что история не повторяется и что это все не важно. Люди многие еще не понимают, какой информационный ведут Геббельс отдыхает по сравнению, который ведут против нас. Весь инет загружен этим враньем. Ну, против этого мракобесия мы, конечно, работаем. Мы Богу у нас, по крайней мере, пару, может быть, десяток, может, несколько десятков людей пытаются изменить ситуацию в лучшую сторону. Очень хотелось бы верить в это, очень хотелось бы, чтобы люди были более активными. Что касается процесса возрождения нашего народа, вы знаете, что мне непонятно? Мне непонятно, что до сих пор у нас наши интеллигенты, истеблишмент обвиняют тех людей, которые занимают блогерством, их называют там, вот вы блогеры, там у вас какие-то проблемы, на самом деле остальное, вот у нас все хорошо. В чем хорошо, я так и не понял. Люди уже перестали как таковой брать большие книги, читать их и аргументировать по книгам. Очень многие перестали.
Люди сейчас верят очень многие просто-напросто тиктокерам, инстаграмщикам, телеграмщикам, фейсбукщикам, так если сказать в кавычках, нежели чем тем самым интеллигентам или официальной истории. И тот человек, который не понимает этого, он живет уже не в 21 веке, он живет уже где-то там, застрял в коммунизме еще до сих пор. Поэтому нужно понимать. Башлам видел, что Радзинский сказал про историю. Да, я видел его. Да, я, конечно, видел это. Я видел это давно. Многие передачи Эдварда Радзинского смотрел. Хотя, да, историки его не воспринимают серьезно, но, однако, с манерой того, что он ведет, и что они не считают его историком, это не дает повода отрицать те факты, которые приводит сам Эдвард Радзинский. Вот. Но, как говорится, каждому свое. Что касается Шамиля или истории с Шамиля, ею нужно заниматься, ее нужно перелопатить, чтобы можно было сказать однозначно, было ли в этом благо для нашего народа или нет. Еще раз повторюсь, не во время, когда Руновский записывал его записи, ни другое, Шамиль очень мало говорил про чеченцев. Во время, когда он попал в плен или сдавался, каждый выбирает себе, он снова же не сказал ни одного плохого слова о чеченцах. Чеченцы бок о бок с Шамилем воевали 20 лет без малого. С чеченцами он достиг пик своей славы. И именно с чеченцами 2 сражения, которые единственно он более или менее выиграл, имеется в виду, когда шла Кавказская война. И я не перестану говорить и повторять, какой бы историк что-либо ни говорил мне, но именно если человек реалист и хочет получить ответ по данному разговору, когда начинает о предательстве чеченцев, мне хотелось бы задать этому человеку только один вопрос. Сколько лет после того, как пала Чечня, продержался Дагестан или имамат после Шамиля, после Чечни? Ответьте на этот вопрос, и вы получите вам нужный правильный ответ. Понимаете? Вы получите тогда ответ. Ни больше, ни меньше. Люди, которые говорят о войне, о величии войны, или вообще не воевали, а были где-то на стороне пророссийской империи, или же не знают сути войны, потому что и Граба, и Потта, все остальные прекрасно знают, не было бы Чечни, не было бы войны Кавказской как таковой. И это 21 век. Сегодня, начиная с 20 века по 21 век, когда прошли 2 чеченские войны, все это увидели. Прекрасно увидели, когда есть сопротивление, есть какая-то несправедливость. Многие генералы отмечали ошибочность начала войны, Первой Чеченской войны, что не стоило воевать, тем более с учетом того, что считали граждан своими гражданами. Но какие-то олигархи захотели просто-напросто, как говорится сегодня в интернет-войнах, хайпануть и решили попробовать это на Чечне. Нужна была маленькая победоносная война, но, к сожалению, не зная все тяготы истории, кавказской истории, они влезли в нее. И до сих пор они сами не могут расхлебать ее. Разрушена вся инфраструктура Чеченской Республики, разрушены заводы, разрушены все, что люди могли устроиться, работать. То есть большинство населения, которое было занято там, на нефтеперерабатывающем заводах, химическая отрасль и так далее и тому подобное. Все уничтожено. И снова же ответ,
Кто восстанавливал и кто больше всего работал в Чечне. Несмотря на какие бы деньги, влияния не было, восстанавливать это все пришлось чеченскому народу. Теряя свое здоровье, все силы направив, возрождать свою республику пришлось. Ведь никто со стороны не пришел и не восстановил ее. Не восстановил. Восстановили сами чеченцы. Что касается за наши налоги, начинают выеживаться некоторые межгенационалисты, что это наши деньги и налоги. А где вы были, когда за ваши же деньги и налоги бомбили нашу родину? Уничтожали. Где вы были тогда? Почему не ответить на этот вопрос? А невыгодно отвечать. Проще сказать о налогах, о дотациях. Эти дотации, эти налоги, все бы это не пришлось делать, нужно было в то время, когда началась эта война, прекратить. Нужно было остановить свой преступный режим, который начал против чеченского народа. Чеченский народ не был виноват. А если хотели наказать определенных лиц, нужно было наказывать. Понимаете? Вот в чем заключается. Сегодня, после уничтожения, некоторые нарнийцы начинают нам рассказывать, оказывается, а-ля мы должны были все поделить. Но претензии предъявляйте Москве. Предъявляйте Москве. Пока шла война, мы от этого не приобретали ничего. Мы лично, чеченский народ, от этого ничего не приобрел. Я лично не вижу, кроме страданий, мук. Каждая семья потеряла кого-то. Сколько людей, просто взрослое, старшее поколение было фактически не вынесли всего этого. И сегодня мы видим то же самое. И сегодня, несмотря на то, хотят до сих пор нанести какое-то оскорбление. Якобы здесь воевал чуть ли не весь белый свет, а сами чеченцы якобы там где-то сидели в каких-то там лагерях и так далее и тому подобное. Конечно, чья бы не мучала, женщины, старики и небольшое количество мужского населения, это еще не вся республика. Понимаете? Вот и все. И сегодня, когда благо ситуация изменилась, когда начало возрождаться слово и нация, ногчи начали возрождаться, что произошло? Резко проснулись друзья, в кавычках, активизировались, начали говорить о чеченском национализме. А где этот чеченский национализм? Покажите мне, где находится чеченский национализм. Где чеченский нацизм, покажите. В чем он проявляется? В чем? Республика многонациональная, туристы потоками сюда ездят. На работу может устроиться Федя, Петя, кто угодно, кто приедет и работает здесь. Вот. Мы до сих пор на грани того, что мы всегда во всем обвиняем всех и не объединяемся. Вместо того, чтобы нужно было. Я могу очень просто решить этот вопрос. Вот так. Теперь понятно, кому я говорю? Проблема тех людей, которые при обсуждении важных, значимых вопросов о нашем народе сидят и обсуждают. Мне стыдно за вас. Валлахи, стыдно. Я клянусь Всевышним Аллахом, мне стыдно за людей, когда особо важные вопросы для своего народа вы игнорируете и занимаетесь тем, что
будь я другим националистом, как утверждают многие, не знаю, черкесским, или ингушским, или осетинским, маловероятно, что люди бы вот таким образом относились к любой дискуссии. Вы знаете, несмотря на бред, весь этот бред Абадиева, Бузуртанова, Кадзоева, люди из их обществ, зная, что там больше пользы для своего народа, не осуждают их. Да, они могут прийти и сказать, мы не читаем их, мы не слушаем их, но в основе своей они поддерживают их. И это ни для кого не секрет. Не поддерживали бы. Если бы их не поддерживала бы хотя бы половина населения, эти люди бы не взялись бы за это дело. Они бы сказали, это неблагодарное дело. А что мы видим? Мы видим, если даже человек Цомшу, Аллаху, Адала пытается с вами пообщаться, решить хоть какой-то вопрос, вместо обсуждения каких-то важных вопросов, как изменить, что нужно сделать, даже нашими маленькими силами, вместо этого вы обсуждаете, пытаетесь шпилить на английском или остроумничать, или что-либо другое делать. А потом вы начинаете меня грузить тем патриотизмом или свободой слова, или всем остальным начинаете грузить меня и говорить, да у нас нету свободы слова, да у нас нету этого. Вот результат. Когда ты прекращаешь вот эти разговоры спичрайтерские между собой, крутизна, общение вот такое, вместо 30-50 человек уходят. 10-20 человек. Остаются какие-то более образованные, более переживающие о своем народе люди. Это странно. Хотя, вы знаете, не странно. Вы знаете, вас ожидает такое будущее, какое вы сами его строите. Это не меланхолия, не флегматизм. Это то, что вы сами себе закладываете. Ты можешь находиться хоть в Америке, ты можешь находиться в Японии. И если у тебя нету любви к своей родине, если у тебя нету любви к своему, вы будете всегда искать проблемы на стороне. Вы будете видеть проблемы людей, но никогда не попытаясь изменить это. У вас будет всегда обсуждение и осуждение людей, но не исправление. Общество невозможно просто осуждать и тем самым изменить его. Как вы думаете? Вот у меня вопрос, вас не так много. Как вы думаете, если бы шейх Мансур вышел бы где-то, сел Алдах и сказал, о, народ мой, вы ничего не достигнете. Как бухали, бухайте, воруйте, воруйте. Просто-напросто он бы так это в качестве разговора, осуждения оставил. Или сел бы, начал разговаривать. У него лошадь гнедая, а здесь кудрявая лошадь, там пятнистая, сизая. И он бы сидел бы у себя во дворе, занимался для себя, делал бы намаз там. И все. Вы думаете, в истории этот человек оставил бы что-либо? Мурад, ты знаешь, я объясню тебе. Было бы вообще неплохо, если бы ты зашел в эфир. Я был бы рад, если бы ты зашел в эфир, и мы с тобой поговорили на эту тему. Я бы тебе разложил бы любую тематику. Очень трудно разговаривать и говорить с человеком, который не показывает своего лица. Я не знаю, кто ты вообще, по сути. Просто зайди в эфир, я тебе обосную, в чем поддерживает этого человека. Почему поддерживает? Потому что, когда мы сталкиваемся в интернет-пространстве, в оскорблении нашего народа,
90 почти что процентов забросы и оскорбления нашего народа, даже взрослое поколение, которое ведут именно не из его цитат, из его книг, из его видеороликов. Люди повторяют за ним. Понимаете? Вот и все. Этим показывают, что люди поддерживают. Ты должен был это знать. Поддержка — это не обязательно половина населения вышли и сказали: мы поддерживаем тебя, Идрис. Нет, не обязательно. Если то, что он сказал, цитируется, распространяется в интернете, значит, люди его поддерживают. Если то, что бред несет Бузуртанов, сегодня мы видим на интернет-пространстве, значит, его поддерживают. Вот что это значит. Кто сказал? Если бы, отец Ютуба поддерживает. Масерга салам маршалду Ютуб чурвежришк. Если бы не поддерживали, реакция была бы крайне радикальной и другой. Мурат, к сожалению, все, что говорят самые злейшие, самые ненавидящие чеченцев, чеченофобы, нарнийцы, в своих роликах, все, что они говорят, сегодня как мантру во всех социальных, где они пишут, они повторяют Бузуртанова, Абадиева, Кадзоева в оскорбительном плане. Все почти что. Поэтому нужно понимать вот это. Вот что я подразумевал под этим словом. Если это изменится, я буду один из первых, кто это скажет, что это изменилось. Но на сегодняшний день никаких изменений нету. Когда есть человек, который даже обсуждает и готов с вами поговорить на эту тему, кто прав, кто виноват, вы его обвиняете, что он прокадыровский историк, что у него там лицо такое, что он лысый, рыжий, что он якобы там у людей донаты вымаливает и так далее и тому подобное. Но ни один из вас не говорит, что в 1000 раз больше вы даете Бузуртанову. Даже Кулунбекашвили, корни которого осетинские, а мать грузинка, даже к нему и финансово, и для поддержки нашли доступ к любому из них. Вот в этом есть проблема. Башлан. Из источников, на какую тему вы историях ляд пост и чдикхердер. Я такого не говорил. Я считаю, что ты ошибаешься насчет ингушей. Но я же не сказал всех ингушей. Разве не так? Я не говорю о всех ингушах. Я говорю о тех, кто живет в интернет-пространстве. Давай сразу откинем остальных. И именно здесь, кто находится в интернет-пространстве, я и говорю о них. Альхамдулиллах. Дику. Вот о ком я говорю. Он хоймах. Я считаю, и тебе, и мне, и Нохчи Адату, нас очень мало, нас человек, наверное, блогеров осталось 5-6 человек, больше и нету, и так не было, к сожалению. Нам нужно заниматься консолидацией и показывать исторические моменты, когда разные тейпы, вары, гары объединенно решали вопросы. Вот такой тематический план у нас должен быть на максимум. Это первое направление. Второе направление. Очень мало изучена тематика взаимодействия нас с черкесами, АДГ. Очень много нужно работать в этом плане. Много материалов. Очень мало известно о шейх Мансуре. Это тоже нужно заниматься этим. К сожалению, у нас контент, те люди, нарнийцы, которые занимаются, они очень грамотно, четко занимаются
людьми, которые занимались непосредственно бизнесом, когда писали свои писульки и выпускали книги. К сожалению, эти горе, в кавычках, историки наломали столько дров, что и трудно самому убрать. Я говорю о тех людях, которые, не зная даже реально своей истории, к сожалению, начали оскорблять некоторые наши тейпы, которые являются исконно ногчи тейпами. Вот. И, само собой, жесткое подавление любого сепаратизма. Какого бы оно ни было, местечковый, сельский, даже, не знаю, одной улицы, даже если сепаратизм обнаружится, нужно всем народам задавить просто-напросто и показать, что вот эти ненужные разговоры, они не имеют места быть. Мы должны сохранить свой народ. И если мы не поймем этого, то мы будем любыми другими названными народами, которые выгодно или западу, или северу, или востоку, или югу, я не знаю, кем угодно. Мне, честно сказать, немножко позорно видеть людей, которые реально просто с кровью на зубах пытаются навязанные названия протолкнуть везде, нежели чем то название, которое было тысячелетием у своих предков. Вот. Конечно, тупые нарнийцы говорят, а вот кроме нас, кто называет вас нахчи? Просто само понимание своего слова, самого слова, самоназвание этих тупых людей, ну просто как ты им объяснишь, что они тупые? Они тупые. Самоназвание это так, как мы сами называем. Понимаете? Вот и все. Так, Башлам, я из тейпа Алроя. Что ты скажешь по нашему тейпу? Можем ли мы претендовать на народность? Это была шутка. Просто скажи, знаешь, Баркала. Алрой это один из чеченских тейпов. Хороший тейп, чисто чеченский тейп. Валикум салам. Шутки, немножко нужно быть осторожным с шутками, потому что некоторые не понимающие шуток людей начинают это искажать. И боюсь, что у тебя будут реальные проблемы, если ты так будешь шутить. Потому что многие сидят, стукачат. Это их любимое дело. Выявлять их очень просто. Ничего сложного нету. Я не говорю о политике. Речь не идет о политике. Я об историческом сепаратизме говорю. Прошу не путать. Политический сепаратизм и исторический сепаратизм. Это нужно понимать. Политический сепаратизм, с этим разберется, есть власть на то. Валикум салам. А исторический сепаратизм, это когда люди начинают выдумывать флаги, начинают выдумывать гербы, начинают выдумывать несуществующий язык, начинают выдумывать несуществующую зодчество или архитектуру. Вот этих людей и называют сепаратистами. Я могу сказать, что многие в КБР называют вас ногчи, понимают, как дети, но Аллах дал Сейдуал Захат. Огромное спасибо вам, братья черкесы и братья адыги. Я не знаю просто, как вам больше правильно будет сказать, Захат. Кем бы ни были, адыги нас сегодня очень сильно поддерживают, и они понимают, что у нас одно историческое прошлое. И огромная вам благодарность за это. Поэтому мы не упускаем момент каждый раз упомянуть об этом и сказать, что мы, простые люди, блогеры, знающие историю, знающие свои адаты, прекрасно понимаем, что в тяжелый момент мы всегда были одним единым целым. Вот. А сейчас, уважаемые мои братья, мне придется перезагрузить. Час нашего эфира закончился. Таковы правила Инстаграм-сообщества. Через каждый час надо выходить и опять заходить. Так что, если вы захотите
продолжить нашу дискуссию. Через минуту заходите, приглашайте, будьте в эфире. Если пустословы, которым не интересна наша история, тогда они могут ложиться спать. Сейчас я перезагружу и заходите снова. Ибраим, чечениш, подключишься опять. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Так себе пойдет. Живой и хорошо. Какие красные пятна? Так вот, продолжим свою дискуссию. Башлам Ичерхо за тебя очень волновался сегодня. Вы знаете, к сожалению, я бы хотел верить за то, что кто-то за меня можно. Все можно, чечениш. Тебе можно, брат, тебе доверяю. Можешь включить и там тоже, без разницы. Мы не должны поддаваться на легкие провокации, если они не затрагивают национальные интересы нашего народа, ногчи народа. Что же является ненациональным интересом нашего народа?
это являются какие-то личные переписки, личные какие-то проблемы, не касаемые целого народа. Башлам, тайповые флаги это нормально или плохо? Не было никаких тайповых флагов. Это все нововведение. Начинается с флагов, потом село, потом суверенность села, потом люди начинают верить в то, что они сугубо очень важные, и они имеют право на отдельность, самостоятельность. Вот так и происходит разрушение народа, появление сепаратизма. Вот. Руслан Хациев. Арстхойцы воевали в Бамуте. А кто такие арстхойцы, которые воевали в Бамуте? Я не знаю такого народа. Нету. В Бамуте воевали чеченцы. Нохчи. Если ты что-то знаешь, какой-то новый народ, зайди. Не нужно с пустой аватарки рассказывать здесь мне об истории. Зайди и расскажи мне об отдельных народах, которые воевали в Бамуте. Еще может, если интересно, у нас в республике живут чеченцы со времен войны и остались. Если спросишь их, кто по нации, большинство отвечает Нохчу. Некоторые говорят чеченцы, малое количество говорят вай. Но, понимаешь, есть люди, которые проживали очень долгое время. Башлам, можно на свой контент еще возвести в ТикТоке. Там гораздо проще вести эфиры и присылать донаты. Свобода. Я, честно сказать, донаты никогда не получал от других, несмотря на то, что я заводил и ТикТок, и все остальное. Что касается поддержки, я донаты получал, если очень мало, обычно бывает только в Инстаграм пространстве. И один раз Ибраим прислал мне с Ютуба один донат. А так мне сказали, что можно там раскрутить, что можно в ТикТоке, но у меня не получилось. Стоило мне загрузить ТикТок и загружать туда видео, мне начали проходить очень странные сообщения. То есть китайская компания TikTok, они очень сильно занимаются взломами. Кому, не знаю, у каждого по-своему, но я после этого его удалил к чертовой матери. Потому что мне вот еле-еле обезопасил себя, и так получилось. Если кто-то, допустим, заведет в ТикТоке страницу и будет вести наш диалог, да, ради бога, главное, чтобы это было в пользу. Чеченское Уарстхуай, это чеченское общество, Нохчи общество, как и остальные все. Это часть нашего народа. Не нужно наш народ делить на тукумы и так далее. Это единый народ, Нохчи народ. Остальное не важно. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи, альхамдулилля, асхаб черту дику. Машлам, у наших районов же тоже есть свои флаги, гербы, но никто не отделяется и не говорит, что мы отдельная страна, Русмартансев. Ты говоришь о муниципалитетах и всем остальном, как там тебе, идентити и так далее. Но я не знаю тебя, как зовут, брат Бяхмобил. О муниципалитетах, что есть у каждого города есть свой флаг. Мы не об этом говорим. Я не об этом говорю, вы не путайте. Я конкретно говорю о чем. Вы видели в Соединенных Штатах, есть в Америке очень хороший пример. 50 штатов, даже есть разные законы в каждом штате. Но несмотря на это, у каждого представителя, они настолько патриотичны. Негр, он мексиканец, он кто бы он ни был. В первую очередь это государство и народ. Хотя многие говорят, что он не народ, но сегодня они под ногой держат весь мир. Под каблуком. Весь мир под каблуком держат в основном. Американцы лезут куда им нужно и куда не нужно. Сфера влияния, базы, все у них. У них есть штаты, есть свобода слова, все. Но мы не об этом говорим, уважаемые. Вы не путайте. Я говорю о несуществующих флагах, гербах, щитах. Но мы еще не готовы сформироваться до такого уровня.
чтобы каждый район имеет, да, каждое село может иметь название, имеет. Мы же не говорим, что каждое село должно одинаково. Не об этом речь. Но до этого дойти у нас должно быть единство. Единство должно быть. Я об этом говорю, что духдаш. Но когда каждый начнет говорить «Харьерса флагью», всегда мы должны понимать, что национальный вопрос превыше остальных вопросов. Я не говорю про религию, не забывайте. Аллах, это всегда было, есть на первом месте. Мы не об этом. Мы о земных простых вещах говорим. О консолидации общества говорим. О гражданской позиции говорим. О национальной идентичности говорим. Вот о чем я говорю. Вы должны это понимать. Мы слишком сильно отвлекаемся на какие-то моменты местечковые. Шудухдахаш, наш регион можно объехать за один день, полностью объехать его можно. На машине. Если будет кольцевая дорога, я думаю, даже 3-4 часов будет достаточно, если без остановки будет топить человек. Нас не так много, мы должны сохраниться. Мало того, что мы там на политические делимся, тейповые делимся, сельские делимся, мы делимся, когда весь мир объединяется. Грузия объединяется. Это адыги объединяются, Казахстан объединяется, Киргизстан, все страны СНГ объединяются, Татарстан объединяется. Только ногчи должны разъединиться. Но разве это не тупо? Неужели флаг тейпа важнее, чем флаг своего народа? Разве история своего тейпа важнее, и тейпа или тухума, разницы нету. Важнее, чем история своего народа. Шудуклаш, вот, нужно просыпаться от этих вещей. Вот эти мистические разговоры, вот мы круче, вы круче. Поэтому у нас появляются вот эти разговоры. Якобы один тейп превалирует над другим, мы круто, мы круче всех остальных. Вот о чем я говорю. Единство, все, что нам нужно. А в каком единстве мы можем быть, если мы не можем элементарно на каких-то наших разговорах здесь прийти к единому мнению? Стоит заговорить о Шарое. Все шаройцы говорят Баркала, Дересхил, все, и Тумкалиу вымирает, Галанчош вымирает, Аух вымирает, Натеречный, Наурский, Шилковской вымирает. Нам не важно, что в Шарое находится. Если это не касается моего района. Вот о чем я говорю, что духдаш. Шарой это Нохчичуя, и Тумкали Нохчичуя, Галанчош Нохчичуя, Сирноводский район Нохчичуя. И если каждый, без разницы, живет он в Аухе, не будет переживать за сантиметр своей земли, которая находится в Сирноводском районе, это проблема. Это не единство народа. И если с Сирноводского района каждый ногчу не будет переживать за ауховца, это тоже проблема. Мы же что, чем мы занимаемся? Мы можем тратить огромные, я не знаю, есть люди, которые миллионы тратят на свой тейп. Миллионы. Ну а национальный вопрос, это политика уже. Вот здесь должно быть у каждого, ногчу, у каждого, без исключения. Если он любит свою родину, любит свою нацию, любит свою семью, тейп, вар, гар, вот здесь должно засесть. Что мы единый народ, и нам нужно думать о своем народе. А иначе придет Ваня, Петя, Саня, Мага, Алан, Сослан, разницы нет. Он придет и захочет покорить каждого, кто разъединяется. Потому что у нас нету мозгов понять, что мы должны быть единым целым. И думай, Болштейк. Ты можешь 1000 лет прожить в Европе, но твой корень здесь. И как здесь тебе нигде не будет хорошо. Вот о чем речь.
Вы над своими смеетесь, а чужих возвышаете. Или говорите об этом пресловутом войнахизме, который кроме вас никому он и не нужен. И какой проблем? Вот это у нас проблема. Не можем достойно ответить, не можем достойно объединиться вокруг какой-то проблемы. Стоит рассказать о какой-то проблеме, вешают лапшу на уши, начинают упрекать, я уже даже о каких-то вещах даже не хочу говорить. Вообще не хочу говорить, честно. Есть люди, которые настолько пофигистически относятся к своему народу, своей республике. Я просто в шоке от вас. Вы еще упрекаете в чем-то людей, у которых национальное самосознание? Да как вы смеете, кто вы такие, чтобы упрекать? Человека, который любит свою родину, упрекать в том, что он любит свою родину. Кто вы такие? Я обращаюсь к тем, кто упрекает тех, кто непосредственно переживает за свою родину, за свой народ, за свои тейпы, каждое село, каждый сантиметр земли своей родины. Кто вы такие? Вы гребаные космополиты. Вонючие ублюдки, которые готовы продать эту родину 10 раз. Отдать ее кому угодно. Грош вам цена. Вы не потомки своих предков, которые проливали в Кавказскую войну, шейх Мансуром, проливали свою кровь. Вы настолько бездарное отродье, которые готовы оставить свою родину. Вам бы ха-ха-хи-хи заниматься пранками, тиктокерством заниматься. Поэтому у вас появляются дети, которые любят узкоглазых каких-то непонятных поп-культуру, делают ирокезы, непонятной ориентации. Вот какое поколение вы воспитали. Это ваше будущее. Вот это быдло потом еще будет говорить, что они потомки тех чеченцев. Они не потомки этих чеченцев. Они не потомки этих нохчи. Поэтому мне, честно сказать, я осуждаю таких людей. Я обвиняю их. Я их обвиняю и осуждаю в предательстве своего народа. Это предатели своего народа. Я так считаю. Почему? Я могу обосновать. Мои предки и ваши предки любили свою родину. Они плакали, когда их, или умирали, когда их выгоняли из дома, обманули, депортировали. Они плакали счастьем, через 13 лет возвращались обратно. Многие не верили, многие умерли от разрыва сердца и при депортации, и при возвращении. А бездарные ублюдки сегодня до сих пор над вами смеются и называют вас недостойными чеченцами, и правильно называют. Правильно. Знаете почему? Я о ком говорю, вы прекрасно понимаете. Те, кто не любит свою историю, тем, кому абсолютно пофиг все. Им бы главное куда угодно уехать, свалить, оскорбить, унизить всех, кто остался дома. Другие же, тупорылые, которые не любят свой народ и свою родину, оскорбляют тех, кто пытается получить образование, здравоохранение доступное, чтобы это все привести домой, чтобы возродить свой народ. Смеются с них. Другие дебилы пытаются оскорбить кого-то. И только те люди, которые больше всего ненавидят нас, они за что обвиняют сегодня наш народ?
За то, что мы сказали, стоп, оставьте наш народ, оставьте наши земли, флаги, историю, культуру, фольклор, язык, все что угодно. Оставьте. И им это не нравится. Они говорят, мы не оставим. До тех пор, пока вы не дадите нам столько земли, сколько мы захотим. До тех пор, пока вы не признаете наших героев, нашей национальности, своими героями. Вот. Тогда, когда вы со всем этим согласитесь, вы станете такими, Нохчи, как нам нужно. Тогда мы будем вас называть сырниками, тогда мы будем вас называть чачанами и так далее и тому подобное. Вот тогда вы будете правильными и нужными, такими, как должно, тем людям, которые хотят вас перевоспитать. Вас, меня, я себя не исключаю. Я себя не исключаю. Но есть хорошие, достойные, которые очень сильно любят свою родину. Свою родину, свой район, свое село, своих братьев, алейкум салам, своих братьев, сестер. Тайп, вар, гар. Каждое дерево, каждый листок. Есть такие люди. Иншаллах, их очень много. Когда каждый раз вы смеетесь над своим народом, распространяя ролики больных людей, которых Всевышний Аллах создал таковыми, потому что завтра они, судный день, с них не спросят. А с тех людей, кто над ними смеялся и раскидывал, с них спросят. Тех, кто оскорбляет наш народ. Вы сегодня смеетесь, вам смешно. Вы можете оскорблять, вы можете за спиной говорить все, что угодно. Но завтра, когда вы останетесь один на один с этими братьями вашими, и когда вас начнут пинать, тех Нохчи, которые любили свою родину, рядом с вами не окажется. И только тогда вы поймете. Сегодня вы молоды, сегодня вам доступно все. Вы можете ездить на крутых тачках, вы можете отдыхать в Европе, где угодно в мире. Но все заканчивается. И вы получите такое наследие, которыми вы не возгордитесь никогда. Вот. Саламу. Мой рост 190 сантиметров. Мой вес 115 килограммов. Я шатен. Глаза карие. Национальность Нохчу. Тейп Эшбату. Что ты хочешь узнать еще? Иштукса. Если тебе это интересно было. Вы знаете, можно... Некоторые люди норвежского происхождения думают, думают сбить человека с толка, сбить его пути. Вы знаете, я был и, может быть, и остаюсь в многих случаях. Я, как и все Нохчи, харцах и ласо. Я много плохого делал. Очень много. И это было, и я не исключаю. Возможно, еще будет.
но в любом случае в моей жизни есть момент и кусок, Ассаламу алейкум. валейкум салам, который я всегда в любом случае буду вести до конца. О, Оша. Бостик Мастера. Нормально, я проснулся от того, что телефон мой трещать начал. Ты что такой агрессивный сегодня? За 3 года первый раз тебя такого вижу. Волла, Немножко, так сказать, Оша, переживаю, так сказать, о нашем будущем, может быть, из-за этого. Я думаю, в нашем будущем нормально все будет. Так что береги нервы. Ты еще нужен своей нации. Бересу. Ну, честно скажу тебе, Лоша, потому как мы собираемся, потому как мы объединяемся, я имею в виду хотя бы людей, которые немножко переживают за наследие, которое мы оставляем после себя, мне от этого очень больно, честно сказать. Почему? Потому что мне заходят и говорят, начинают говорить, извозим, ой, сюн миллион подписчиков, вон, арвозим, ой, сюн рекламе, сюн хади, возне, эфире, кайка. Ну, очень там, допустим, мы знаем какого-нибудь, я не знаю, какого-нибудь азиш, мразиш, вала, миловари, там, какой-нибудь, я не знаю, какая-то мразота конченая. Если у него... Ты когда-нибудь волки стаи 1 миллион видел? Чтоб собирались. Я не видел. Не, ну, речь-то все-таки мы всегда отталкиваемся. Я, знаешь, считаю... Волки стаи собираются в 1 миллион, когда что-то случается. Массу, берла, агулло. А так они сами по себе. Главное, я за то, чтобы волки были, а не против. Я за то, чтобы волчьи стаи были или овцы, или шакалы, которые прикидываются волками. Вот за что я переживаю. Понимаешь, о чем я говорю? Да нет, наш народ такой, знаешь, как бы непредсказуемый. Самый дерзкий, такой, знаешь, который ведет себя со всех сторон красиво, там, туда-сюда. Самый спокойный может так удивить. Да. Потому что мы все равны. Это у кого-то может там где-то что-то. А воин, ахчи богчи, нас этим не удивишь. Да. Поэтому Да, старых волков, конечно, зайчим спектаклем не удивить. Я с этим с тобой согласен полностью. Главное, береги нервы, остальное все ерунда. Поверь, Лоша, нервы нас с тобой на 20 лет старше. Нервы. Затянул ты, женись, и все будет нормально. Где с нервами будет все хорошо. Ну, сомнену, когда я долго не женился. Я не понял. Да, я слышал. А что ты, говорит, не женишься? Войду холмадец, бро. Это казак дой. Так что тут как бы... Остальное нормально. И в Европе все учатся. И в Европе ахдас, и худа ахдас. Везде надо. Кому-то легко достается хлеб, кому-то тяжело, блин. Поэтому... И... Коригов, брат, ты сильно ошибаешься, если думаешь, что я пропаду после женитьбы. Женись, говорит, все будет нормально, пропадет наш брат, ба. Какой я брат? Наоборот, еще с новой силой делал. Какой я брат буду, если я после женитьбы пропаду? Ну, тогда и не стоило начинать. Я же тогда нужно было не патриотический какой-нибудь блог заводить, а я хочу жениться, или я не знаю. Всем желающим. Квадрокоптер, я шуяри. Оша, у меня нету никакого квадрокоптера, у меня ничего нету, кроме Ясно, потому что там с квадрокоптера там такие виды аудовал. Я видел ролики. Ну,
квадрокоптеры, хорошим зумом фотоаппарат, этого всего у меня не было. У меня был один телефон, и я пока не села батарея, честно скажу, когда я уже последний снимал, там осталось еще 3-4 части, вот последнюю я снимаю эту 7-этажную башню, которая разрушена, там осталось 2-3 этажа, остальное разрушено. Это самая макушка Шихароя. Вот у меня уже батарея села, уже это было к вечеру, я дальше уже не смог. Я хотел там поехать в ближние села, там, Кеслуай, туда, еще ближе к границе, но там, во-первых, ФСБ застава была, и не допускали туда без определенного этого пропуска. Разрешение. А разрешения у меня не было. Я же когда бензин я он жижик там на простой машине не проедешь, нужны машины, которые очень хорошо поднимаются в горы. Это не такая территория, как Шилковской, Наурский район, Саньяцига. Поэтому возможность, мы попытались заехать прямо на эту гору, где находился верхний Шихарой. То есть я был в нижнем. Нет, мы просто не смогли, дорога была слита, и машина не пошла вверх. Там идет вот так скала в длину, и на самой скале Раушля. Там вообще, блин, неописуемо. Да. Ищут ситуация, поэтому я не смог. И в этом Кали, когда я поехал... У меня на странице есть ролик, Шихароя. Там вообще немыслимо, как поставили эти башни там. Ну, естественно, они уже разрушенные. Ну, ты знаешь, что самое интересное, что мне понравилось в этой ситуации? Я у старейшин начал спрашивать, реально начал спрашивать про строителей башен. И про тех, были ли там, строили ли башни вообще Сюли, Борис и Юпа. Ни один старейшина, ни Сюли, ни Гала вообще при строительстве этих башен вообще не было. Они сами строили, своим родом полностью. И своим родом строили, да. И плюс ко всему они рассказывали, я спрашивал, специально задавал, подводил вопросы таким образом, чтобы и не обидеть там му бариш, му балборцар, му Худин Хабахкин, какое у них было право вообще. Он говорил, что они очень хорошо отзывались о соседях. Сюли Буйцар. Они рассказывали, что во время депортации Цависиния, Цавелла, стагхули, в горах людей меньше было. Шайоу аль-Муаматуана и Сюли, бежнеш устрашадик, ададюти, шейк тигадаж дейтан. Просто чтобы им давали эти пастбища, разрешали. Они приходили. Ламаз дадишем нах юшхен, док ламаз, я сказал, и что она осталась. Но никогда ни один из них не говорил, что это наши земли, это наши башни, что я спрашивал и разговаривал насчет грузин, как они с грузинами относились. То в советские времена, говорю, с грузинами они спокойно переходили через эти ледники, как они с ними вели дружбу, вели. Щадик бисерца, но ни один даже не заикнулся, ел харишен хуардарбах. Хорошие соседские отношения были, но хотя бы цабау, ясюлишина, яцаркюк, но, ты представь самый интересный момент. Все, что было у нас, как мы работали с камнем, как занимались этим, все переняли, мял хилдош базар, хилдош не в плохом смысле, опыт, работу, они работали подсобниками, они смотрели, как мы делаем, переняли они. И сегодня обработка камня больше всех занимает в Шаройском районе, занимаются кинхийцы. То есть они этот бизнес просто перетащили себе. Наше это дело оставили. Это сборщик. То есть сегодня вот эти камни ложат, то что... Сюли Малалер основное, чтобы уже когда очистили все, там стены высоковатые были, он более-менее сохранился. Ну уже кладки Сюли Валер, ему захватили, и он... Ну наши посмотрели и дальше тоже правильно делали. Да, ее ситуацию, то есть камень, полностью обработка камнем занимаются они.
Строительство наши до сих пор и в Шарое, Шихарое делают наши, и они умеют. Но не без использования их еще хабал боциги. То есть хаты, ты подмастерье, цацу, момент. А так арки все делали наши. Допустим, арки они не делают. Сюли не делают. Бехтум бац, хажа, башлам. Когда нас выслали, да, к северный Казахстан особенно, южный. И наш модуль, понял, маты ставили камышовые. Да, да. Поправ, и вот тебе дом был. И он был в тех морозах очень теплый, честно сказать. Да. Экологичный он был, во-первых, и теплый. Поэтому то поколение, конечно, оно, его уже нет. Кенхи, ночи село, от названий Кенхи. Оно, я задавал вопросы, изучал. Есть исторические материалы. Я разговаривал со старейшинами, долгожителями. Никакого Кванхи, Сямпунсяо и так далее, тому подобное названия, которые рассказываю сегодня, плоскостные сюли, там не признают и знают, что это не так. Они говорят, что они переселились, сега Ашму, но это территория Нокчучуя, и никто, ни один человек не говорит. Сега сюли Бог махчем отвлечь. Да, и никто не говорит, что они там, это их село. Ни один человек не говорит. Цунде не надо рассказывать, что... Мясо там у них в любом это, виде, сушеное, не сушеное, это бизнес, Кенхи. Так что... Это так на минуту забежал. По рыбалке, что там? Август месяц. Ты на речку, да, на речку? Я да, усач, понимаешь, он сейчас слабоватый. Август, в начале августа заканчивается нерест. Можно и в июне ловить, но с харм, когда она икру метает. Я такими вещами занимаюсь. Чего в природе относится? Слушай, я тебе хотел рассказать. Я поехал на пруд. Ачхой-Мартановский район. На пруд можно ездить. Я поехал на пруд. Клево 0. И я до утра остался там. И разговоры слышал. Прислушался, слушай. Галачевский диалект. Никто ничего, конечно, не поймал. Это ты в каком месте был? Мечахово. Фермерские хозяйства, которые там гихи, кулары, Давыденко. Генбах, Мацабизиш, они же рядом. Да. Я посмотрел, все приезжие туристы делал. Но рыбу никто не поймал. Турист, да, оскорбляют, братан, мы не туристы здесь, мы дома. Все. При чем тут ты? Нет, я говорю, и те, и эти, все мы туристы, но мы дома, до дома туристы. Да, им дождь, им дождь. Я туристами не в обиду, конечно, назвал. Почему? Потому что в прошлый раз я попал в такую же ситуацию, и на этот раз я попал. Так что рыба пока не идет. Даже карась очень агрессивный карась. Вообще клевляется. Шичуаться, Дэвишева, у вас, он в этом, на Ташкале живет. Он рыбак тоже, но у него строительной компании Болбеш, короче, где-то инженерит он. Он куда-то мне говорил в сторону Кизляра. Я не езжу с Юлемах, я принципиально не... Нет, Кизляром Сюлем Махбатер, вы Махбаразм. Галяш Бабалар, царь Карбахайл. Нет, суть дела. Ну, он говорит, по 3 килограмма, сазаны, мазаны, говорит, хорошо тягаются. А то, говорит, и до 20 можно поймать. Не знаю. И я в этом плане... И я спрашивал у людей, там, Кыргалиновку, туда бы я поехал, но когда едут в Дагестушилов, Мушил, да, там есть рыба, да, там много можно поймать, но я хочу у себя дома сайцах, саймах. А у нас на одного сазана по 200 удочек давал.
Короче, и я думаю, У меня рядом пруд, рядом 50 метров пруд. Ну там рыбы, может сказать-то, нету. Блин. Клянусь, летом там 50 человек по 3 удочки и сидят, бог на бог. да, это, конечно, проблема. Дик добра, А так, допустим, Хузар, даже неделями ездит в Астрахань, блин, рыбачить там. я Ну, знаю, но сон сайт адек дизерсон, эцуман тогда сагат. переходи на мой стиль горная рыбалка, остальное не рыбалка. Все, понял, принял. Только горная. Все. Хорошо. Даже где слияние Сунджи, Асы, Фортанги, короче, вот это вот есть. Ага. Но надо быть там осторожнее, слышишь, когда мы туда будем ехать, надо экологический десант, все как рыбаки от Эязина, да. Мне что-то масти нету плавать по фортанге вверх-вниз. Почему? Не понял. Ладно, оставим, это другая тема. Это вот новость последние недели, 2, там говорят, что-то случилось, ЧП, поэтому... Слушайте, то, что случилось, то, что там кого-то не пропустили один раз, что ли, так это утряслось. Это мой дядька, блин, Мейриев. И ситуация, я там сейчас начали рассказывать. Беслан, Сацерхо, вот там чуть-чуть у него конфликт, но потом все утряслось, они по жизни, а твой цер, хуй из Казахстана, по жизни там. И я там раньше в детстве... Иди, там сейчас просто начали говорить о другом. Там Ихтин босс, Пристагво, Глобина босс. Очень варианты я в Ингушетии, я этого не слышал. Я не настолько, может, информированный. Но я-то живу в Нестеровке. Сомбац, я не слышал этого. Шо интернет? Если что-то произойдет, уже все знают. Я, наверное, последний не знаю. Не знаю, не слышал бы. Давно бы уже сказали бы. Ну, значит, давай, береги, брат, нервы. Давай. Ерунда это все. Это, люди, у людей проблемы это прокормить семью и так далее, и так далее. Я не знаю, откуда берутся эти там вот эти. Но на самом деле кто-то дом хочет достроить, кто-то землю себе купить не может, в конце концов. Да, такие проблемы я вокруг вижу. Больше я проблем не вижу. Ну, а остальное там, как говорится, это... Не все хорошо, не все шикуется. Да, солнце, Дикник Фердовича. Но я живу всегда как бы надеждой на лучшее. Да, все мы так живем. Давай, Ваша. Охота, рыбалка, керва на снох чуть-чуть. Вам не угодишь. Вам прямо не угодишь. И я улыбался, потому что он старше. У меня уважение к нему. Я его очень сильно уважаю, люблю как представителя своего народа. Сацинсларем был, Сони Духовез, потому что нет у него вот этого гнильца в душе. Щеку я отсюда. Башлам связи вала, брат. Связи вала, то. Связи вала. Ислам дойцен. Сегуа. Ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Муа. Башлан ахла тайп са флаг маг бо са خبر ديش ما بيا وچا
عشان بفهم وين ما خايف просто نوع تيمبل أعرف أو شنو ساعة إستورام أو شنو بس وفلاج بماخر شوي والله بعضون ستي بندوني كورينو فلاج شوي أحسن يعني سبق ناخ شوي تعديت المادة يا أخي المادة تعدلا شو ده بشلا التيب تقوم جا إلى نيخ إيه هاي ميجر مو هاي نقطة وين خاوي صون هذا دوي هاي نقطة وين هاي بوخ بوي خايج شومدوخ شاوي بوخ وين خاوي هاي نقطة بوخ وين خاوي شاوي هذا ده دزل وين أوس دبوش تاتشر موقع خبر شديد ناس أو مخكاه تاتبش خود نسل نهدات اس غيرودوش نه نسل اس ألشي اس نتحول مع الله اس ألشي دوي تحت ها إيش دوي وين دودير إيش دوي تموخن ديزي например تاتبش خود أعمل بوست شو نشي بو هدوء تسبوش بش اس انت هون النوع خمس prima شوي الله دي سنة أو شعب شناعة قيد بالشمس سجن أو تبا تقوم هون هان تقوم س إنسانية بين ناس أسنت ألجي это не значит что социально أستوى شو تاني حالها دزل شو إذا نخ سبوسك نخشي قام وي دزل ده وي تاني تيفن حالها ودخل دير ده وي просто идентичность وي نخشي دو على دو نخشي تقام دو على دو هاي بوخ تيها نخشي دو على دو قيمة ده просто شا وي خايت دو إيش بشوان اسمه ده هو شو جادش قيدور عم ده جاد وين سندر شوي فلاجرين وين إدرين وين تبشي تعرف لا شو بس تبشي إمام شيخ منصور والشنا تعرف خلاوي قيد والشنا قبلة خلاوي قنيق والشنا قبلة خلاوي إيش وين خوم فلاج خلاوي دامولا خلاوي خير يوج خلاوات خوم فلاج خلاوي خوم فلاج خير أما تيبا تخما فلاج خلاوي خارت خلادو خلدو und أنشي بشلاموشن وما هو استوري تسوي إيش دقابوشن وي دايما خكا تندس سوق ليشنا اس خيوا كيغنا يوم بشلام هاخ يقطع خف بشلام دغدوي أنت هاخو ينكما يا ديك خامي ما لاس دقا هاخ по-моему согласен es aanchen adun kegosh bolsa that sendej gahat qeexat yat bo san flag salan yat qet ya тоже само копался нас это он был аж харт хабарат сандвич головман сандвич это мне тешат да харт им шун дат أوي إني تشناست ونحكي دو أوي تيك أوي تقوم بقول يحكي إيش لغدي بشون سمو هذا Да, ну, здесь, ну, я почему говорю, Вайтан хаттенчун борш датси. Вай борш дега Талмуду, мы говорим о том, что вообще, по сути, сама идея, если это и было в Найпсе, в Найпсе были флаги. Да, мало точнее хила, но мы сегодня не имамат Шамиля, да. мы сегодня отдельный регион.
Мы не возвращаемся во времена имама Шамиля. Мы сегодня живем в своей республике, где все свое. И возрождать что-то, то, что было когда-то, и причем не для всех любимо, не стоит этого навязывать. Поэтому... В том-то ты прав. Например, Хондагдор, комментарий, что он сам там туда-сюда, самым связан. В светском государстве какой шариат, какой что. Ладно, я понимал бы, да, государство отдельно Йохар. Даже... И я этот вопрос помню, я не стал вмешиваться, я надеялся, что эти люди поймут. Речь сегодня, я хочу, чтобы многие люди вообще не говорили о каком-то мифическом. Это правильно. И сандалгум шаглар волвезун, да, это может и себе проблему создать, и другим может создать. Поэтому осторожнее нужно с выступлениями. Вот. Вот именно. Вот. Сам нёхорло цахлайда, асудали тирон, как-то пошел. Сам нёхорло цахлайда. Сон цаан нёхорло, мясо, асалда, голда, мамада, сетца. Низлер голдарас. Сон хедра, низлер, хотя пошел. Имелось в виду ахмамо и голда, андуй, имеет дава, я занялась. Да, иш дихердар хунча. Хунч дихердар. Но хендоти махай война. Но я замечу, Бога дошло, мабаре и хунч дихердар возразить, чему хердар тела. И мадре, аса иш бегал мухердар тела. Аса я сейгар. Иш цакач болчак, это бой аса я замечу. Говорится, вам атак, насчет истории ночи, да, Бахду голодал, он Хинцлер, Заманчо, Ассен, пошло. Но не соберешь делать анхетом, пошло. Альбек Хаджес, Энер, Шинтахатен, Шисахвар, Энрица, пошло. И что Антахатен. كيزك والله تيرخ دزو ديان بشو بسنا شو ايوه بسنا شوي مت بالو مو دا Да, я буду здесь, я единственное, что говорю. Единственное, мы о чем должны всегда думать. Что бы мы ни изучали, что бы мы ни делали, нужно думать о последствиях. Правильно говоришь. Завтра, послезавтра, что мы будем от этого иметь. Вот о чем нужно думать. Если мы наши наставления завтра, послезавтра приведут к каким-нибудь нелицеприятным последствиям для нашего народа, то нужно понимать, что это до добра не доведет. Нельзя, чтобы пользоваться. Когда я говорю о флагах и всем остальном, я снова же говорю, мы должны говорить только о тех случаях, которые сегодня могут воспринимать реальность таким образом, чтобы она не навредила никому, мне, моему народу. То, что мы хотим видеть, или как-то гипотетические какие-то страны, или какие-то вещи, это совсем другое. Ну да, человек, который ведет свою республику и свой народ к утопию, рано или поздно может привести к нелицеприятным вещам, которые могут просто-напросто выставить на мировой арене, в истории, с лучшей стороны. Наши предки прекрасно это понимали, и поэтому не допускали вот таких вот крайне негативных. Ну да, крайне радикальные, крайне негативные вещи не допускаются. Ну, сегодня Аза больше всего, кто должен был там говорить об этом,
рассказывать о том, что там мы должны быть такими, мы должны быть всякими, они сегодня сидят, говорят, нам рассказывают о том, что нужно на самом деле гардадишун, сами вообще ничего не трогают, не делают. Молчат, сидят, нам указывают, что мы должны воевать, что мы должны там заменить и так далее и тому подобное. А сами сидят, попивают чачу, я не знаю, и рассказывают сказки о том, как нужно жить и каким мусульманином нужно быть. И я считаю, что это неправильно. Начинай со своего народа, начинай и покажи, каково это быть правильным. А не так, чтобы ты зашел и говоришь, там, ночью вы так живете, а мы будем жить в составе, вы пока умираете и так далее и тому подобное. Насчет всего того, что ты рассказывал до этого там, в эфире, до того, как с тобой связался этот, как ему там имя, я забыл, связывал глаза, полностью тебя поддерживает. Он дальше одной мыслью над этим. И أصدقك على الطاولة طولنا سباعي بس والله هي اللي أخبرته إيش داس إيش تصع ويلايوش داس ويقام إيش فردوين أنت خلص شوي والله خل داس ما يقدر والله خل داس أهم فوق الساعة داس كاريسكي جروب بنش مو بنش شمو بنش يوم شات تيجي قام خلوا من شاليش. Зачем нам это? Насчет свадеб, да, иду, ночи иду далее, кричком штасен, хока духова, возня, вы вполне обучаетесь. Обычно не лошадь, до конца не ломается. Вы ротачих могут. Man bent runt att en träsch hon har ja ösnat ins ja lo chena zum de ugur eta go ja lo ko vi открытый почти что больше хазда Хоза уже давно дацуны уже. Здесь сейчас с этим очень строго. Ну, там я знаю, пошла. Я имею в виду, некоторые места есть такие, видишь? Пошла. Не знаю, как там уже, но здесь этот вопрос уже четко давно регулируется. Пошла, в последнее время, да, нормально, ну, что это? Хиджаб, там, да, более скрытый костюма. Но это уже не так частое явление, да. Самый сон, вот это, говоря, ночь духа, он не обращается, еще. Ночь духа, сильно, хазхиндер, ночь духа. Дари, массовая ночь духа. Хардарды. Ой, не габлишься, еще до каумстар, кидеш дадиешь. Вот именно это я хотел так выразить, да, свою мысль насчет этого. Вай обычай хаз, вай рылк до эзден галю, дома вай не хаз до. Так нервный гунцаевич. Зачем нам чужое, когда у нас свое имеется? Например, Маалар нех героиш вай хашни бат. Вай он нех черх, вай валам хочешь. Вай церш, цаха пушна дух хербувай. Вы шайден нам дошло. Шай öz борш вай рылка. Я чекбе нахер мамовай шо.
سخوش بی خیلی ترغب نکته غذا على كانت بام بي وش وش بيتزا مش مو هوش إيش وين تانو ماله تشيل جدو يوم ماله وين بعمل شيوخ تعوي سمعت تعوي برسل وقت أحمد خيات وين جدو إيش هون أنا ما لا إيش إيه على ترسم يعني يا دخم دلرسخ وقع صونة مو هذا Да, да нет, уже сейчас перезагрузите. Есть, уже сейчас заканчивается. باشا А, عباك من هاي واحدة حاجة да. صرت دون ما هو زي ما قال ورسم باك من دون أحسن Время закончилось. Так что Airbag мобил. Ты немножко опоздал с флагом. Вопрос о флагах уже закрыт. У вас есть прекрасная возможность провести у себя эфир и рассказать про флаги у себя. Дальше отвечаем на вопросы. Этот вопрос уже закрыт, я уже рассказал. Так, о, здесь оказывается. Так, про стриж башлам, зачем мне сказать, у каждого свой флаг. Флагами уже я ответил. Дальше, если будут Дучи, тебе каре сделать. Дучи, ты вообще о чем? Кому ты говоришь про каре? Ага.
Так, стек срок оплаты счета, сумма к оплате. Хазха. Бу из-за... Ассаламу алейкум. У них тут между собой... Я не знаю, алейкум, сам башланца резко те менять моя. Я не меняю тему, я отвечаю на вопросы. Так что там дальше? Что у нас дальше? О. Короче, разговоры про стрижку. Эти разговоры мне не нужны. Так, дальше. Продолжаем. Наверное, уже ближе. Эфир закончился. Время закончилось. Время час. Эфир длится час, не больше. Дочь Арваха, может, нам отвлекает. Ничего, Тигелович, я потерплю как-нибудь. Но... Да, маршал Дуэльсон, удиль дуэль. За каждого душевно больного я отвечать не могу. Что я могу сказать? Случится такое, что пропаганда пойдет настолько далеко, что нашу культуру и обычаи забудутся через столетия. Конечно, может. И очень просто. Очень просто. Даже 100 лет не нужно. Если дальше так пойдет. Потомки космополитов, потомки, которым все безразлично, своя национальная идентичность, своя история, свой народ. Ну что, можем вполне даже превратиться в борщей, когда здесь актуальная проблема идет, обсуждаются какие-то реально вопросы национальные, такие важные для нации. Сидят, обсуждают, вроде бы взрослый человек, Дучи, Мариарти, взрослый человек обсуждает стрижку, каре, море, другие, третье, десятое, ведут себя, честно сказать, так бы себя, если бы вели, я не знаю, как в какой-нибудь группе, где сидят ахтишки, ухтишки, пухтишки, я мог бы еще понять. А это какой-то детский сад, ей-богу. Сопьечвац. Ладно. Ну что ж, поговорим столько. Мне это, конечно... Если это черная пантера, как ты говоришь, житель нашего региона, это проблема. Если она живет где-то за пределами, где угодно, это не моя проблема. Куцах, хохмахках, нохчи дин мелбу и камел ширият. Яцу ирият, яхия шарият. Арнох чучую, куза болтать дойтердац. Ярнох чучую, хохмахкан шедейбу, хохмахкан дай нохчибу. Если есть свое отдельное государство, пускай идет туда и там болтает. Здесь не базар, чтобы каждый говорил, мы народ, мы туда-сюда, боже. Этот базар пускай ведет где угодно, но не здесь. Вот и все. Нохчи чуа, нохчи махка, ще нохчи куон хайбу, нохчи дайбу. Сөйлебәт, ғалғайбәт, ғумкебәт, тхаддавәт. Хохмах дай нохчи бу. Хилла бу, хир больш бу. Это для себя мэх дай бухон, хохмах дай бухон.
حكمك كده بحون قيتو قزع بون دي هم بحث الخيطة شون هلك بين دعبخ هلك بين شون مهتمته نبون حكمك كده شو تشوحي ارس تشوعدول شون سبال بس نو حكمك كده بون هون دخايلي هون لبوشنا هر نقش شويو قزع شي ديبو خيلا بو خيقبو اشتياق شاس نقش شويو и все. Как мы видим Путину, он хирукай, он уи, вот он уи, он вала, он Путину, тхона нохчик амду, да лат дай. Он Путину, тхон нохчик амду. Вот и все. Разница между тобой и нами, даже мной и двое. Больше ничего не надо. Хун руи, сун вац. Но я, в отличие от тебя, саилмду, сахайкалду, ал дiyеш yolmettik, лилу дiyеш шахил лилу. إيش تعدوش مدات نوخشي شو نوخشي شو دعيق لا شو نتسيزي خاصونه نو نوخشي مواك دعبير بات هاي دي هاي اللي عين لوكشي بانتيرا خيل عين لوكشي قدك ديت نو دا عين واتا دا تخهوندو باخا حتشو يلا ها هاي ولا مليو هاي ولا ها ويدي بريمو إفير وات أسو حقيقنا بريمو إفير دا يعتن غزبرو حتشو يولي ديتا هو ولا عيوتخوال чем ты лучше нас, а? Вот и все. Вот и разница. Я и тебе говорю, и поддерживающий тебе войнашки говорю, и всем говорю это. Шухока душу двинул. Вот здесь ваш двинул. Вот здесь вы муслимы. Вот здесь вы а-ля патриоты. Вот и все. Со YouTube чуалат, со Instagram чуал. Это, со Instagram чуал, ерсе каналю. А сок ногчи чуешь, дей бубах и дей ногчи бубас. Хомиш рюца асун, хаин рюца асун. Это, но я много видел этих героев, которые сидят в интернете. Az most postból sokamilš jegjoš. No nohče čua, jer istorija, jer mohka, цанден, иншаллах, nohče пандин мелду дайску стардац. Шон mohta met, понимаете, мелхи не мотай, не nohče, хахуючу тешь, я. Хохуючу вообще. Садеши чуа бу мелхи, хамилусун цеха. Даял хинц уже, да, ты уже здесь, уже даял, ело, а? Давай. Собордел. Хайула эфири ялан, хайула. Эфири ялан, хачу ялан. أدلنا موت شو يلا أوكي حيولا هاي فاميليا ها بس دقيقنا حيولا شو يلا أدلنا موت شو يلا حيولا я давно просто ожидал вот таких людей ачел ачела пантова цецедес ачела хадуцов хумуак будуц муак мича будуц ачел Хачиала. Вот и все. Собордела, говорит, собордел. В прошлом эфире, давай я тебе помогу. Ты лично болтун. Домой.
Я 2 раза позвал в эфир. 2 раза. Я хомялхи яцхо. Я нохчи яцхо. Я цха яцхо. Мялхи нохчи оман. Тейп ду. Хиллер ду. Давай. Домой. Домой. Так, кинса горец воркока. Эфире валуш. Я пригласил 2 раза. Не муатты, мне сказки не надо рассказывать. Assalomu alaykum. Валейкум салам. Хайюх гейта. Сюда хочется минут 5. Hamdi kert. Сам дас. Юх гейта реря хай. Ер. Сюда хочется, если Саврила Сагапшинский орсо. Ага. Я касая гулаешь, ма подписчик более кудук. Хабо, что цабрига, ты сразу озу музыр цан. Да, бригада. А чего? Явно они тебя узнали сразу. Hamdi kert. Сам дас, алхамдулилlah. Кутсо да. Шадик дикту, иншалла, дикту. Собор дела шу. Али, подписчики, мы что, ряс плухан. Сухагич. Подписчик, бацар. На утренний намаз, на банду ходишь. Вот тогда лужи. Да, что слова, а что он слушал за паники. Вот тут схарути. До сих пор там бежу, видишь. Он говорит, что это хакершин, жахлушу, отвечая на вопросы, а так все нормально. Олай, сом благодаря мархебет. Дага, ворсуца, эфире вян, короче, а последний сиар волш. Спорить, аж конец. Дикация, так я подумал, короче, потом. Директ я сдукатен. Только директ я зачем потом все равно спорить, тишхан, эфире мы ворису. При всех модеристах то же самое, при всех ачвал вискусанди, вот так подумал. Сагапшинский, который случай. И Адита, ты вроде говорил что-то там про кинжал. И кинжал мечкачевал. Это дестандартсун, айн хоен, обычно я думаю, там хуиз, пошлам. Просто отсюда мне сказали, короче, Аян Берх напрасно говорил, Башлам сказал, что многие обещали, и никто ничего не сделал, Анди. Азиандр, может, он забыл, они так сказали, оправдание лохая, раз он усул, в общем, мы видим, в войнах мы видим. Мой флаг я показал в эфире 3 раза, 3. Не 1 раз. Схолсон, Азия хотя сувать сяха. Просто цану яндер. Нет, многие, может, рассчитывали, что... Булгучев, кажется, его фамилия. Да. Он хотел поговорить, он хотел о тех людях, которые на самом деле хотят братства, нежели чем рассказывают небылицы о том, чтобы разделить нас. А лишь тематики, договорились, но пока еще варианта Не, судан бодрый, хансуэн, общий знакомый Оли.
что кудук нахмбасну на единственный WhatsApp, что Instagram хунаяц. И WhatsApp что связи вян, хули что хану сутансак. И то я ему, короче, сказал примерно сунцашт. Я вас бою уже цамдать единственное я хотел мархибет. Со вообще нис воли, со харц воли, просто арвал че, а со цухан реально смена орсо и зарядки от суханял меори. И таштаял, конец дицашца, чем больше. И избавиться чисто из-за этого, что нис воли, со харцхан воли, что до сих пор се менит его. Каждый человек имеет право на свое мнение. За все это время, в наше время, что он не спорить, ты же сагви, вошлам. Худсан со спорить, ты же худсан со мелочь, о, доуде, со арвали, сука опасно, ватсон. Если я тебе там, допустим, лицо там улыбался бы, дивок, да, не семяхан. Зачем я это буду говорить, суна до сих пор харцев? Потому что Ханс Хунхайнди, если ты сам подумаешь примерно, ну, с другой стороны, видишь, что Хаман Тахди, сун, например, Иштиму, эфир, чем больше я здесь, например, Ханс, через 2-3 дня, хайши бусу учбалыш, Дагестане, ногчикары. Ну, суть, дишь, пягана, букаш. И вот царь что когда я там учился, например, и сейчас ди, захулиться, аж абсолютно конкретно не накалите его. Имеется в виду, что эфириш положил, но даже во имя блага, я не знаю, это плюс холодцуна аляга скрепила. Чем больше ты здесь сидишь, что, например, мелбулушхан, нах мелдикхан были соуч, а по-любому в каждой нации отрицательно буквой. И за счет этих людей, я боюсь, что сейцаш ненависть хлорхерсу, поэтому аз считаешь эфир, а так, оно уже обещание. Чуквах и просто А почему ты видишь, что площадка для общения вообще, для дискуссии, может являться фактором для раздражения наших, так сказать, мнимых... Не, сейчас, допустим, сижу, там, непонятно. И вдруг комментарий живу, я же не буду смотреть, хамдас, ничего, я его прощаю, там, бисмилля, я жди, на публику играть, меня это, естественно, заденет, а за 1000 раз, валлахи, хор Аллах муис, не то, что халха еще в начале, 1000 раз, любой цану ялч, башлам, туда-сюда, цанохчу, блогер, ялч, раз нет, по-любому, если, допустим, ты до этого видел, допустим, наш историк сидит, и жбябиш вахун, например, и цахули оправдание, потом я понял, если ты будешь говорить, это он начал, если он будет говорить, это, там, допустим, он начал. Да, я понял, о чем ты говоришь. Какой выход ты видишь из этой ситуации? То есть цепочки. Если я, вот, допустим, хорошо, я понял твою мысль. И вот выход из этой ситуации, ты считаешь, что если вдруг мы, блогеры, которые общаемся между собой или для того, чтобы выяснить какую-то истину, если мы прекратим это, то есть я-то могу это в любой момент, это проблема акции, это тут ничего нового нету, оставить, ты считаешь, что после этого ситуация изменится? Да, я считаю, что после этого ситуация изменится. Именно хотя бы Сагапшинский, один вопрос тебе. Когда появился интернет? Интернет, да, сун точно, да, сун. Ну. Плюс хорошо, оставим. Когда появился Инстаграм, общем? Валлахи, изм гатсун благодаря. Плюс-минус 2010. Ну, примерно я знаю, я годы, не знаю, именно там 5 лет, 10 лет, холсу примерно. Хорошо, ты же понимаешь прекрасно, что когда Абадиев писал книгу в 2004 году, когда Абадиев первую книгу «Происхождение чеченского народа» под редакцией Кадзоева, когда дальше вторую книгу он писал в 2005 году. Ну, вопрос, я тебе хочу сказать, при чем тут был интернет? Ты считаешь, что эти книги не дойдут до чеченцев, или они не прочитают, и все будут... Я тебе сейчас отвечу на этот вопрос, и потом второй вопрос, Алда. То, что он книгу написал, так. Даже если это так и есть. Нет, так и есть, я тебе могу сейчас показать ее. Не, я имею в виду то, что он на книге написал. Так.
даже если это так есть, это неправильно, потому что ну, короче, это неправильно, то, что он книгу написал. Но если мы, допустим, по твоей логике, Авали, ты же иногда говоришь, это не я говорю, это ваши блогеры говорят, или это не я говорю, это историк говорит, или это кто-то говорит, Валя обычно. Вот то же самое, Обычно, я обычно говорю, делаю ссылки на конкретные вещи. Но вопрос не в этом. Даже если ты говоришь... Не, может он именно с такой логикой, это же не я говорю, это же вот какие-то историки там говорят, Нет. да? Там он говорит, я как автор заявляю. Там не может быть каких-то других вариантов. Там есть редактор, там есть автор. Он написал, вот автор, там указывается в книге, что это мнение автора. Здесь указывается конкретно, вот здесь услышал. В книгах не все так просто, как ты думаешь. И если даже это так, мне какое дело, как Нохчи, мне какое дело, что там болтает Идрис или Нурдин Кадзоев. Мне какое дело, если тысячами, когда сегодня появились социальные сети, тысячами молодых людей с вашей стороны или с нашей стороны пишут как мантру, просто слово-слово из его книги пишут в социальных сетях. Как ты думаешь, эти люди... Да, эти люди поступают точно. Нет, Тухваль Сагапшинский. Это дело уже длится с тех пор, когда сидят в кафешках, собираются на пятачках, на которых ты, может, не был, я не был. Но эти люди собираются и говорят Нохчалги, Ногачи и многое другое. Просто тебе или мне не нравится, когда кто-то, показывая свой фейс, сидит в эфире и говорит, на самом деле там есть вот этот нарниец, который говорит про вас такое, и людям доводит до людей, и говорит, будьте осторожны, Матеса Шунахов, вам не нравится, вам Богудуас, тебе или многим другим не нравится это. Этого всего бы не было, и Инстаграм не проблема, Фейсбук не проблема, Сагапшинский. Если Бухтан Динака, Дин Дотча, говорят, Сагапшинский сказал то-то, то-то, он перед Всевышним Аллахом, и если таким же макаром мы говорим, если этот человек Дотча раздувает и говорит, да вы ссылаетесь, мне что вас нравится. Вот видишь, ты даже свои... Ну, вас смех. Не, вас, я имею в виду, я делю небольшую градацию, я делю вас, людей, которые считают Инстаграм, интернет на самом деле проблемой между Нохчи и Галгай. Я это имею в виду, нас, не тебя имеется в виду, вас, может, а зачем? Не, именно конкретно интернет или там YouTube или там Инстаграм, а если сегодня, допустим, писали бы книги, библиотеки уж ищешь, это все равно идут с Ну, я имею в виду... Пока есть такие люди, Сагапшинский, проблема не заключается в социальных сетях. Социальные сети сегодня, но если вещи уркашила, вещи мукар мулошку сарбо, сакуешь разврат кусарю, Уркаже нормально, хулайным тацериш. Не, я имею в виду именно вторую сторону этой монеты. Какой да, ты выбираешь? Каждый человек волен выбирать себе ту сторону. Когда я вызываю, говорю, Ажал Ханчуяли, начинают люди говорить, не ты говорил, сказал. Вот видишь, вот здесь сидит кавказец КК Язин. Вот этот человек, который не имеет ни личности, не показывает тебе своего лица, он говорит, почему ты не сказал Сайфуддину Натуеву? Он не знает, я говорил ли Сайфуддином Натуевым или не говорил. Кавказец, твой ум заключается в твоих пальцах. Я разговаривал с Сайфуддином Натуевым, и он мне сказал, что это все вырезано из контекста, потому что он имел в виду? Он высказал свое мнение. Я с ним поговорил и решил. И мне без разницы, это Сайфуддин Натуев, Натаев, или это будет Абадиев. Мне чихать я не хотел. Мне важно оскорбление моего народа. Будь это ты или 30 раз Сайфуддин. Сунгу разницу. Ну вот как раз может, Натуев, Кавказец. Но я со своим, послушай, Кавказец Баунс, я со своим разберусь сам. И не твоих соплей дело, как мне разбираться. Если он моего народа, я со своим человеком разберусь.
Не твое собачье дело с соседней республики указывать мне про мой народ. Понятно тебе? Окей? Башлам. А я тебе объясняю. Башлам. Вот проблем бы не было, если бы сегодня каждый бы обсуждал свою историю. Я не обсуждаю историю ингушей. Мне дела до нее нету. Я обсуждаю свою историю. Но как вы ведете агрессивно к моему народу политику, я в 10 раз больше буду к вам вести ее. И сажать вас на вашу пятую точку, которая оскорбляет наш народ, унижает и пытается приписать. Я не оскорбляю Сагапшинского, который вышел, показывая свое лицо мне в эфир и объясняет свое мнение. Это? Да. Я же не буду вас оскорблять и говорить, у вас был там Чавкиев какой-нибудь, который про ваш народ плохое писал, вы сами разберетесь со своими людьми. Точно так же я разберусь со своим народом. Цахамал Мигдиаз, Башлам. Кавказец, смотри, вот видишь, вопрос, сколько ты энергии потратил, нервов. Да, читай, вот, посмотри, почитай, вот последний пост, а? Вы еще с 80-х годов оскорбляете ингушей и писали книги. Вот, Хажлай, на момент, Башлам, Хажлай. Цакинский название, она? Цахамал Мигдиаз, минута. Кавказец, эфире, хочу ушли, Башлам. Надул сюда, Цахамалит, что Кавказец, Ватсер. Не, я ему говорю, он же к нам зашел в эфир и пишет это. Не, когда я тебе говорил, что ненависть, хорхирсу, азанчхан сугяхря, от чего ты, если из-за простого диалога, разве может быть ненависть? Вот у нас с тобой сейчас идет диалог, да, сам минута. И Цуязя, комментарий, сколько он у тебя энергии взял, нервов. Нет, честно сказать. Хотя смех он очень далеко. Примерно, по сути, вообще, у них и вас гянус. А как будто у них и усан. Просто внимание обращать мои, он что-то там написал и все. Примерно ди вот вот иштхетсун, халга табут халга шибут халга шу халга ди точно хасан нервничать жвала шурсу. Я просто понял, что в смысле, просто интернет всего лишь показал каждый очень истинные лица. Так легче разговаривать и по телефону. Даже элементарно, с точки зрения психологии, примерно. Даже когда люди говорят, допустим, ой, да, если мы будем говорить на русском, чем война вот вучхан. Ну да. И то же самое, телефон, телефон, да, тоже, WhatsApp, что они еще легче, вот ступенька, жди, и сагуши истины, ее хагейцу хамацани. Асфая просто, если тебе там комментарий написали, иззулся, нервничаешь, как будто он с тобой рядом, измуди. Ватсон, нету его. Знаешь, в чем проблема? Я просто-напросто, мы должны всегда... Просто в смысле, в смысле, эти стоят, не хаган, ажил, например, вообще, что ваш кайтвес, воевали, так есть. А уже в наше время, даже через телефон, когда люди ругаются, если я тебе лучший ответ дам, сидя у себя дома, уже идите, герои, что хажавию, ответ на то не рожди. Сукет шандаться вообще. Цабонца, реальный, жизнь, виртуальных хица, что хаждуй. Да, к сожалению, сейчас все живут в виртуальном мире. Это так, согласен. Хорошо, оставим этого сказочника. Да, Башлам, Цахамал Мигдиаз, все, что Цахоли за историю обратно, очевиднюх политика, нацизма, соучан, спалном хабакти, ащи так. Царца не ненависть привить цел, да. Все чисто, последний раз Арвянчхан. Ервори есть, кстати, Тигр Львович, Уатсер, Мусостя, Харварзен, да, все Арвянчук, да. Сагапшинский постоянно, чего, сама ждут, ну, сук желательно, сук директор, но ничего, можно на его месте, я еще хуже сказал бы, садить-то охудутся, наверное, он, может, терпел меня столько. Хамда, бисмилляхи, контированулся. Просто суфал, что просто последний раз эфире венчхан, аж там конец сердца учер. Я, честно сказать, не помню уже Сагапшинский, как он закончил. Я на тебя зла не держу, я тебе с первых дней сказал, что... Да, насчет Осетии, насчет Осетии, Цуханом Суцани Геттер Латгерч, ворот Стюргунч Харваверч. Насчет Осетии, Цахамян, типа дружить, иди туда-сюда.
не, я это сказал, я не говорю. Я ссылаюсь именно на что ссылался. Я ссылался на первого президента Республики Не, Ингушетия. отсуған хадица должен хамди, примерно отсуған дица должен хамди, сам вообще с хакка дица, что Нет, куруля хамда, отсуған конкретно дица должен хамалять, к примеру, от самого. Смотри, я хочу, чтобы ты понимал, даже в это время... На секунду, хамдали, закончить эти, потом ты хайн холдун, ауди здесь. Отсуған дица должен хамдали насчет именно цутема ляца. Вот цутема ляца, после этого я понял, здесь сухар схнул, ханис схнул. Хотите? Просто все хулица на тот момент сумас, короче, дицан. Типа, сосай осетир Владиков Казир, вот все крепило. Соцашудян ханул 1 год мне было, когда нас еще заложников держали. Все, соцавар находи. И соцаш цакаю воспоминания жетсигич, крепило. А насчет того, что ты сказал, и после этого освобождения уже агрессии, вот что насчет этого сухарцеву. Сагершинский, я когда даже в то время говорил, сейчас я вспомнил, когда ты говорил по этому поводу, я сказал, что мы, по идее, Новчи, Валей, Галлы, Валей, мы всегда были справедливы. Справедливы по отношению к людям виновным. Мы всегда ищем виновных. У нас вот этот виновный и невиновный человек, в общем, я основываясь на этом говорил. Не нам ли знать хорошо, что такое геноцид или убийство? Мы потеряли 300 тысяч человек. Нам уже говорить о том, что худу вир, вахтар, худу тхунч, о, дикха, шунаха. Аса и бяхки беш оправдывают бяш. Молодца сум, Сагершинский. Ас бюч беш мюшпар. Ой, кидадах бешду. Ой, кидадах бешду. Инахат халемешки позадаур ба. Позабехарбу. Газ кемялбу. И хунаха, и сунаха. Я говорил на 10 шагов вперед. Ты говорил на воспоминаниях, своих личных воспоминаниях. Я не оправдывал ту ситуацию, что произошла у тебя. И никогда не говорил этого. Почему? Потому что я свое мнение по этому вопросу с самого начала, когда зашел ко мне этот блогер с Осетии, я ему сказал, какие у нас были претензии. Хотя даже и после этого мне достаточно нарнийцев, которые писали. Ой, дючтак и да, своя, да, лашу, мокшмя, шу, да, ой, богштак, буду. В данной ситуации, если цунах, я вначале, когда Руслан эти слова сказал, я не столько обращал на него внимание, эти слова, и почему он это сделал, почему он это говорил. Люди, которые хотят будущего, Мечай освободилась. Люди, которые хотят будущего освободила. Сейчас я одного нарнейца отправлю домой. Люди, которые видят хоть какое-то будущее, они должны, тем более, они должны всегда рассчитывать на 10 шагов вперед. От того, что ты выскочил с этого момента, это не решит твою проблему, эта проблема останется. Она будет до тех пор, пока вопрос решить. Ты агрессивен, ты скор в словах. И хума, это долгий ящик. Это же ведь мелдлится, что хунаха, сунаха. И это решить просто так, от одних твоих слов или моих слов, и я говорил именно каким образом. Мы живем, это субъекты Российской Федерации. Все. Киеч Волчуна уже хадиз ахбог, асбог, хидац. Хухырду. Цигар Болчахиду. А цигар беш, и вопрос решить... Да, сюда, камел, да. И вопрос решить, да, ваш будет цигарниш. Бац. Так, ахкайселич, эскайселич. Единственное будет, что недолюбливать будут Новчи и Гала друг друга, потому что якобы ты не понимаешь, что я сказал, я не понимаю, что ты сказал. Мы подняли этот вопрос, который, в принципе, лежит меркела очень. Вежри бартхел, вежри цахел, роуши айтер сеяч, пелич саич. Фелич саич. Урат буалацага чукай, дек ду
Дотик ванюка, дада без ванюка, бэткл без аллац, и вопрос, едала дойтардат свой решится. И тем более, Вася спетер дойтардат решится. И цакетивай, это будет очень долго стоять. Кетивай, кета ой дадеду. А этот вопрос закрыт. Я надеюсь, что этот вопрос я и забыл про него. А что касается второго вопроса, завершая как бы эту дискуссию, я хочу сказать одно, Сагапшинский. Я считаю, что проблема не в социальных сетях. Проблема не в тебе, не во мне. Проблема... Не, в социальных сетях, имеется в виду, по цепочке, да? Я понял, о чем ты говоришь. Проблема заключается в том, что есть ряд людей, настроенных конкретно против укрепления или углубления взаимоотношений между братьями. Это однозначно. На кого они работают, чей паек они получают, я не знаю. Я не влез туда. Единственное, как можно снять накал с этого вопроса, надо людям дать возможность высказаться, чтобы они высказались в рамках, снова же, дозволенного этикета нашей культуры. Ну, в наше время... Не нужно с 89-го года держать за пазухой газету, на которой там говорится, что вы нам дали, мы не дали, давай разделим Наурский Шилковской район, который никогда в жизни не был дан взамен. Или и так далее. Я вообще говорю ряд вопросов, которые висят 28-30 лет. Потому что эти вопросы во время, когда Чечня хотела быть независимой, Ингушетия хотела быть в составе Российской Федерации, нужно было эти вопросы сразу же поднять и решить. А не после 25-30 лет уже дали, реанимировать вот это все. Реанимировались эти ситуации. Многие говорят, что якобы из-за земель. Нет. Не из-за земель они реанимировались. Они реанимировались только из-за того, что они не были решены 30 лет тому назад. Башлам, эфире... эфире Мелу Учханса несколько раз, код 9 эфире Аниса примерно. Вообще, ты или там кто-нибудь здесь когда-нибудь слышал насчет земли? От тебя? Да. Нет. Вообще лицу хамыцы, что интересно, не туда, на восток меня никогда не тянуло. Подожди, мы сегодня говорим не о тебе, не обо мне. Мы сегодня говорим о проблемах, которые есть между трениями, которые есть между обществами, чеченским обществом, Нокчи обществом и Гала обществом. Мы не говорим, это не блог, где ты и я говорим о нашей с тобой судьбах. Общество, и мы здесь обсуждаем те проблемы, которые ты хочешь решить, и я хочу решить в лучшую сторону. То есть, поэтому эти вопросы все равно будут. Амин. Амина Ери сейчас Сагапшинский насят его ляхар. Уч постоянно хлоп. Ник фэт на саблазм то. И комментарий, я Сагапшинский сколько бы ты ни пытался. Амина я жри. Солнца, я даже не смотрел за комментариями. А уж Амина я жри уж саик. Амин, халыер. Солнца картинг дорцу просто. Ну, картинки здесь я уже столько разных встретил. Ва алейкум салам. Солнца хоз кабах квен урсуцинг. Ну, короче, из-за сауала, что уже как раз таки малко ойрламаза, малко шо. Короче, штамаш докмен. Мушлам. Это... Так, насчет раздиксар в эфире, я он директе. Все просто, в директе чувствую, что паник кижаха, потом в директе чувствую, не просто не по понятиям, подорос. Да, не, нормально. Шадик дик херду дама, еще шадик дейр кираду. Ой, дик я хазн херду, ой, эхто ванш херду. Собак дик дейча, у меня абсолютно нету никому, как индивидуально, ни к нации, никому ненависти, да, ага.
ويا ديك شو دو ديك شو مني ويدخ شتوي ويا شبعك حبي البيز وين خديز я считаю братство может быть додерживаешь и дуешь Сагапшинский. Братство должно быть только в одном случае, когда у нас не будет за пазухой никаких камней. Я надеюсь, каждый, кто здесь сидит, поймет... Зникер, ну, уже больше зникер. А? Зникер, ну. Ник Элек. Дела дедат, а я яздер. Ужин. Сумца. Харч Аббас Гойм Султанович Алязин. Но это вы разберетесь, я не знаю, сейчас я как бы хотел... просто смыслово, Хуан, сын картинку, халк амина яжер, реально, цунцани просто беги бябрас. То, что он написал, я не знаю, там, честно сказать, кто там что писал. Честно скажу, мой Сагапшинский дал дикник хигду, что масана тан эфиря больше, масана дерез хил, уже уйламыз молхан юкайкин, уйламыз кайкин, ламыз да диез масана дерез хил, дала барт больше. إيمانع إسلامي عدوش وين داخل عروال وإن شاء الله نيس نو يعوضشون وجرش دي وجرل ديش وجرن سوي وجري دو وينا وسيدو خرط لو شويك تصور بوت شويك بوحت غير شويك تصور يقي بول غير شويك إز وي ماستغو إهم داش دير ماستغو إوي блогерыш, иншалла, не змухажир, рабах бези блогерыш. Блогерш, ну, честно сказать, я бы, наверное, Сагапшинский больше говорил бы о истории своего народа, нежели чем развенчивал каких-то сказочников и балаболов. Мне проще рассказывать про свою историю. Но если есть от людей понимание, что они хотят, чтобы это опровергли, а иначе вводится много людей в заблуждение, то кто-то же должен, ну, допустим, ахляс доцик, самодич, это одно дело, если это касается лично тебя одного. Ты можешь с этим смириться, оставить, но когда про весь твой народ говорят... Дуэн, Пошлам хаттер, да... Бейбулатов, доктор Хахат, всех вопросов хаттер, жуап делас уже арверуса, он дальше... Гаргалу и медиа, поэтому что даст, спорить. Вопрос, и доктор Бейбулатов, мечал вот здесь вопросом, ответить и на, чтобы сразу, как говорится, подведя итог, Масан Баркал Аль-Валес, он жуап поцелу, что Арва Аллаха. Что спрос уехал? Да, вот начнут говорить, с вопросом, жуап цаделера в директу. Все, директу дела, жуап лурду. Сагапшинский. Лигда так, сварвол. Лама зазал, масса бусулчнеха, вежреши. Давай, ман сразу Амин, масса Аллах везелер. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Вежри, масса دير ريز خلدة طان إفيري وأن شانا طان سأيشي وين دالا إيمان صوبر لويل مسانا أس إيردات صحون إشت وصلا مسال بيش دي غاليوال علامز دالا قوبل دويل ويسوي زادو دالوق دالويل Dikring Ferdo inşallah Rahman. Dinler diye, muhaklar diye, kanlar diye, varş, gerş, teypnişler diye, semiyasiler diye, şuna masarna Allah der etto boyl, masu dikçuma diye, der oçuma Allah duvar var. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Адекюэл. Не знаю, когда следующий эфир будет, как получится. Я постараюсь анонсировать заранее.
Айгурдук. Вопросы, пожелания, какие-то идеи пишите в директ. Неотвеченных вопросов у меня там нету. Отвечаю, пишу, делюсь. Все мое. Это наше общее. Я про историю. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.